Приветствую вас, дорогие друзья. Я специальный агент Национальной библиотеки по поиску умников. Меня зовут Эрик. Коротко R11. Есть только одна профессия, которая никогда не затмеет роботы. Это профессия человека, который нажимает на кнопку включения робота. Ха-ха-ха. На самом деле, такая профессия, как человек, очень важна. А профессия интеллектуальный человек тысячи раз важнее. Умники и умницы, мы оценили ваши интеллектуальные способности и определили значимость многочисленных творений. И теперь можем смело приступать к церемонии награждения победителей. Руководитель Наталья Филиппова. Итак, добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии 6-го республиканского этапа детского конкурса «Школьный патент. Шаг в будущее». Конкурс является частью проекта «Легион умников», регионального проекта поддержки интеллектуального творчества и предпринимательских навыков молодежи. Поддержку проекту оказывает Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Конкурс будет в перечень региональных интеллектуальных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей. Школьники со всех уголков нашей республики присылали свои изобретения, проекты и творческие работы. В этом году их было рекордное количество. В региональную дирекцию конкурса поступило 460 работ в различных номинациях. Я думаю, можно этому поаплодировать. Проявить себя, создать нечто новое. Все это смогли наши участники. Но конкурс есть конкурс. И жюри должно было выбрать лучших из самых лучших. Дорогие друзья, мы переходим к церемонии награждения. С приветственным словом приглашаем первого заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Смирнову Лидию Олеговну. Участникам сегодняшнего конкурса и их наставникам.
Я искренне приветствую всех вас от имени Министерства образования, науки и молодежной политики и от министра образования Натальи Владимировны Якимовой. Я очень благодарна, что уже 6-й раз в нашей республике проходит такой замечательный конкурс. И оператором этого конкурса выступает наш давний партнер Национальная библиотека Республики Коми. Конкурс в этом году действительно пробил рекорды, и количество участников, как уже сказали, превысило в 2 раза, но, наверное, это закономерно, потому что этот год – это год науки. И наши дети, мы уже видели с вами, они не только талантливы в творчестве, в искусстве, но у них огромный потенциал в науке. И те работы, которые сегодня участвовали в конкурсе, это первый шаг к следующим вашим достижениям. То, что сегодня вы смогли достичь уже определенных высот в науке, это дорогого стоит. Поэтому я очень рада и еще раз поздравляю всех и участников, и призеров, и самых главных победителей с этим великолепным конкурсом. Спасибо большое за поэтому мы можем перейти к награждению наших победителей. Итак, номинация «Мастер дизайна. Направление «Жизнь сказочных вещей в наше время». За первое место награждается Терентьев Макар. Титаренко Екатерина. Второе место Садыкова Евгения. Третье место Попова Снежанна. И также за третье место Михайлов Артем. К сожалению, сегодня не все участники могут с нами присутствовать, но мы поддерживаем всех бурными аплодисментами в зале. Направление идей писателей-фантастов в современном мире. За первое место награждается Авилова Ульяна. Второе место Нестеров Матвей. И третье место отправляется к Башмановой Екатерине. Моей школы. За первое место награждается Соколенко Елизавета. Второе место Шлепова Арина. Итак, направление логотип моей школы. Третье место Нагиева Ярослава. Идем дальше. Направление школьный пенал. За первое место мы награждаем Полукрудову Есению. Пока нам выносят награды, второе место отправляется к Конакову Тимуру.
номинации «Школьный пенал» получает Тупогрызова Анна. Нашим участникам. Итак, следующее направление — архитектура будущего. Первое место — Морозова Варвара. Пока что к нам выходит обладатель второго места — Мостуненко Мария. За второе место награждается Размахнина Алиса. Третье место в номинации «Архитектура будущего» получает Марков Артем и Перминова Полина. Архитектура будущего. Продолжаем наше награждение направления «Региональные бренды глазами молодежи». За первое место награждается Сердитова Анастасия. Второе место Чупрова Анастасия. Захар. Большое спасибо. Направление машины и летательные аппараты 22 века. Первое место — Турков Артем. Обладателем второго места становится Юшкова Екатерина. За третье место награждается Гусейнов Ярослав. Большое спасибо. Все большое, Лиза Валерьевна. Я еще два слова буквально скажу в завершении. Не могу хороший, так сказать, закончить и пригласить всех участников этого замечательного конкурса обучаться в нашем региональном центре выявления и поддержки одаренных детей. Мы регулярно проводим интересные смены, и ядром центра всегда является направление наука. Если вы еще не знаете, находится у нас на базе гимназии искусств имени Игоря Алексеевича Спиридонова и представляет собой 4-этажный прекрасный корпус, на первом этаже которого уникальная лаборатория. Поэтому приглашаю каждого из вас прийти, посмотреть, найти для себя самую интересную нишу. Еще раз всех искренне поздравляю. Большое спасибо. Для награждения победителей в номинации
номинациях «Режиссерский взгляд» и «Изобретение» и с приветственным словом приглашаю начальника управления культурной политики Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Алису Викторовну Науменко. Дорогие ребята, родители одаренных ребят, очень приятно вас здесь всех увидеть. И вообще хочется вам сказать и поблагодарить вас за ту просто грандиозную смелость, которым обладает каждый участник этого грандиозного проекта. Потому что одно дело что-то придумать, но нужна колоссальная смелость, чтобы свою идею воплотить, довести ее до логического завершения, а в вашем случае мы видим такое число проектов, каждый из которых уже по-своему интересен, а многие достойны реализации на самом высоком республиканском и не только республиканском уровне. Поэтому я вам желаю вот эту смелость, задор и веру в себя пронести сквозь всю вашу жизнь. Может случаться всякое, и иногда мы сталкиваемся с тем, что где-то в нас не верят, где-то мы встречаем препятствия на своем пути. Но когда мы верим в то, что мы делаем, и когда мы, более того, уверены в своем успехе, мы вот этим своим стремлением достичь результата можем преодолеть все преграды. Поэтому оставайтесь смелыми, оставайтесь таким драйвом, и пусть у вас все непременно дальше складывается на вашем жизненном пути. Вам большой удачи. Спасибо. А мы переходим к церемонии награждения номинации «Изобретение», направление «Иные технические изделия, приборы и способы». За первое место награждается Лапшин Денис. Второе место получает Мишарин Алексей. Итак, номинация «Режиссерский взгляд», направление «Мультипликация». Первое место – Клемишева Софья и Ковальчук Елизавета. Второе место – Ударатин Игорь. Третье место отправляется Казаровой Алисия. Следующие третьи места – Нестеров Андрей, Третьякова Арина и Тесленко София. Обладателем спецприза за юмор и неординарность становится Полетаева Полина. А также мы вручаем второй спецприз за любовь к малой родине. Его получают Акшинцев Илья, Кондер Вячеслав, Клищенко Александр, Кудашова Азалия, Логинова Виктория, Магазинка Надежда, Федоровыс Анастасия и Шаманова Евгения. Следующее направление – короткометражное кино. За первое место награждаются Чупрова Полина, Дьякова Елена и Шишлинова Мария. Их сегодня, наверное, с нами нет, но мы им подарим бурные аплодисменты. Направление музыкальный клип. За первое место награждается Прелова Ксения.
программы ЭВМ и базы данных. С приветственным адресом приглашаем начальника отдела инновационной и промышленной политики Министерства экономического развития и промышленности Алшветкину Елену Анатольевну. Участники конкурса, гости, приглашенные. Хочу прежде всего обратиться к коллективу Национальной библиотеки, Алексею Анатольевичу, нашей команде, за то, что у нас в республике проходит конкурс школьной библиотеки. Хорошо, что он помогает выявлять у нас в регионе талантливую молодежь. Мы знаем, что это основа и будущая команда нашей республики, которая уже скоро будет участвовать в развитии нашего региона. И я думаю еще, что, пожалуй, никто не умеет так творить, так изобретать, как дети. И вот этот конкурс, он помогает нашим детям не бояться воплощать свои идеи, изобретения даже часто бывает, да? Вообще результаты своего творчества, воплощать его в жизнь, да, реализовывать, не бояться, доводить до ума. В этом, я считаю, большая ценность этого конкурса. Хорошо, что у нас в регионе проходит. А еще этот конкурс помогает учить детей основам интеллектуальной собственности, как самым таким ранним основам, да, так и показывает процесс оформления и создания интеллектуальной собственности как продукт. И это тоже очень важно. Поэтому я выражаю благодарность лицам министерства, что в нашем регионе есть такая возможность для детей участвовать в этом конкурсе. Вот. А наших детей я поздравляю всех с окончанием победы в региональном этапе и желаю, чтобы на финальном этапе в Санкт-Петербурге у нас были грандиозные результаты. Ждем детей с победой. Спасибо большое, Елена. Церемония награждения номинации «Мастер слова», направление «Моя интеллектуальная собственность». Гран-при конкурса получает Тимченко Татьяна. Направление «Полезные детские изобретения». За первое место награждается Шостак Кирилл. Третье место отправляется к Пфейферу Богдану. Направление «Интеллектуальная собственность и шоу-бизнес». Второе место Лыткин Алексей. Направление «Я автор. Стихи и слова песен». Второе место Рикерт Матвей. Направление «Использование изобретения при чрезвычайных обстоятельствах». Третье место Бобринцов Матвей. Наше следующее направление — известный изобретатель моего региона. Третье место Смирнов Лев. Спасибо большое. Следующая номинация — программа ЭВМ и базы данных. Первое место Тинтюрина Елизавета. Второе место отправляется к Валейскому Денису. И третье место Люгоев Илья.
Большое спасибо. Итак, с приветственным словом или награждением победителей в номинациях «Интеллектуальные способности, неограниченные возможности» и «Самый креативный» приглашаем исполняющего обязанности вице-президента Торгово-промышленной палаты Республики Коми Листарову Ирину Викторовну. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. От имени Торгово-промышленной палаты Республики Коми я приветствую участников, наставников, организаторов республиканского этапа конкурса, международного конкурса. И хочу поблагодарить наших партнеров, наших давних друзей, Национальную библиотеку Республики Коми, в лице Алексея Анатольевича Масуры. И, пользуясь случаем, поздравить вас с сегодняшним профессиональным праздником Днем работников культуры. И сегодня на базе Торгово-промышленной палаты прошла защита проектов. И я с гордостью и с уверенностью хочу сказать, что это наше будущее. И хочу ребятам сказать, что мы гордимся вами. Вы наше будущее. Желаем вам не останавливаться на достигнутом, идти вперед и достигать новых вершин. Поздравляем! Большое спасибо за ценные слова. Итак, номинация «Самый креативный». Третье место. Турьева Мария. И Мужикова Светлана. Следующая наша номинация «Интеллектуальные способности, неограниченные возможности». Первое место. Постракова Дарья. Корейский Артем. Дараев Иван. Второе место. Лапшин Сергей. Пока что мы приглашаем на сцену обладателя третьего места Стержневу Анжелику. Ирина Владимировна. А сейчас я предоставляю слово вокальной группе образцового детского коллектива ансамбль песни и танца «Дружба», руководители Лилия Куликова, Мария Христораднова, концертмейстер Елена Милещенко.
ансамбль песни и танца «Дружба». С приветственным словом приглашаем ректора Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина Сотникову Ольгу Александровну. Уважаемые участники, очень приятно, что в нашей республике есть такой конкурс, и вот проходит уже 6-й раз. Я благодарю, конечно, Министерство образования, науки и молодежной политики и нашу национальную библиотеку за то, что пригласили нас в партнеры. С удовольствием работаем с молодежью. Ну, сколько смотрю на эту молодежь, все время удивляюсь. Что-нибудь все время придумают. Посмотрите, уже 5000 каких-то новых. Тут хоть бы что-нибудь такое интересное возникло, нестандартное. Я всех поздравляю нас с такой нашей молодежью и желаю дальнейших взлетов. Спасибо большое. А мы пока награждаем победителей номинации «Научно-исследовательская работа». Первое место – Шлопова Элина. Второе место – Густ Ксения. Третье место – Пицценчук Полина. А также обладатели спецприза Докшин Алексей и Докшина Ульяна. Следующее направление – естественные науки. Второе место – Крылов Арсений и Салтанов Павел. Третье место – Игнатченко Роман. И также за третье место награждается Хаврак Екатерина. Аплодисменты в зале. С приветственным словом и для награждения победителей приглашаем директора Сыктывкарского лесного института Гурьеву Любовь Александровну. Добрый день, организаторы, участники этого прекрасного конкурса, который 6-й раз радует нас всех. Всем хотелось бы пожелать впереди успеха. Ведь посмотрите, в эмблеме конкурса есть аж даже 2 ключика. Это те золотые ключики, как в той доброй сказке о золотом ключике, чтобы открыть дверь в свое будущее, будущее своей страны. Мне хотелось бы пожелать, кто пойдет этой дорогой, достичь цели. И каждому, сегодня молодому человеку, который здесь уже заявил о себе, не забывать самое главное, с чего началась наша церемония награждения. Было четко сказано, может быть, великолепные роботы, но есть человек, который нажмет эту кнопочку. Оставайтесь и будьте, старайтесь быть очень ответственными, очень умными и очень честными людьми. Тогда у вас все получится. И любой робот в ваших руках – это только светлое будущее всего человечества. И Сыктывкарский лесной институт, преподаватели и студенты говорят вам огромное спасибо, что вы такие умницы, что у вас такие чудные педагоги и такие счастливые родители. Итак, номинация «Промышленный дизайн», направление «Настольные игры». Первое место отправляется к Сивуковой Анастасии. Второе место – Агафонова Полина.
место Шишуков Евгений. Второе место Буркина Юлия. И третье место Карманова Екатерина. Для награждения победителей в номинациях «Сделай мир краше» и «Интервью со звездой» приглашаю проректора по образовательной и научной деятельности Республики Коми, деятельности Коми Республиканской академии государственной службы и управления Ткачева Сергея Алексеевича. Дорогие друзья, вот эта оговорка, она, конечно, тоже как проект может выглядеть, да? Но сейчас не об этом. Я поздравляю всех, не только победителей, но и участников этого прекрасного конкурса. Вот по церемонии видно, насколько грандиозное это мероприятие. И, конечно, большая заслуга в этом нашей национальной библиотеки Алексея Анатольевича, который сейчас ее возглавляет. Конечно, сделал очень много вместе со своим коллективом. Мы давние партнеры, мы работаем по разным направлениям. Я еще раз убеждаю, что это партнерство носит системный, ну и такой результативный характер. Поэтому большое спасибо. Но все-таки сегодня мы поздравляем участников этого конкурса. И сегодня много победителей, номинантов в различных номинациях. Но я хотел бы обратиться ко всем. Все ребята, которые участвовали в этом масштабном конкурсе, они все молодцы. Потому что самое сложное, наверное, может даже не завоевать призовое место, а вообще решиться на то, чтобы отложить все свои привычные повседневные и приятные дела и продвинуть свою идею. Сегодня наличие идеи, да, оно дает возможность заглянуть за горизонт. Все, что вокруг нас, это пределы горизонта, но продвигается тот, кто может взглянуть за горизонт. Поэтому Коми Республиканская академия государственной службы управления, я от себя лично искренне поздравляю и организаторов, и участников, и победителей этого конкурса, и желаю дальнейших успехов, продвижения и того, чтобы ваши идеи нашли свое отражение. А мы, в свою очередь, конечно, будем очень рады видеть всех участников в лице студентов нашей академии. Итак, номинация «Сделай мир краше». Гран-при конкурса получает Бронников Дмитрий. За первое место награждается Игнатова Инга. Второе место отправляется Глухой Кристине. И также второе место Чеусова Полина. Третье место Шмидт Александра. Направление произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства. Первое место Куркун Елизавета. Второе место Семенова Софья. А также третье место Садыкова Дарья. В номинации «Интервью со звездой» спецприз получают Нестерова Дарья и Вахнина Анастасия. Спасибо большое. Дорогие участники, вы смогли раскрыть и реализовать свой творческий потенциал. Мы вас поздравляем. Эти аплодисменты для вас.
бы слова благодарности наставникам. Ведь успехи ребят – это заслуга в том числе педагогов, первых помощников детей, энтузиастов, которые направят на верный путь. С приветственным словом приглашаем директора Национальной библиотеки Республики Коми Алексея Анатольевича Просушева. Дорогие ребята, дорогие педагоги, дорогие родители, дорогие организаторы, прежде чем мы приступим к награждению столь значимой церемонии, награждать педагогов, тех, кто был в окопах с ребятами, тех, кто помогал реализовать и воплотить те идеи, те задумки, которые сегодня реализовались и стали победителями, я бы хотел еще сказать несколько слов о наших партнерах. В первую очередь я хочу сказать слова благодарности руководителю НПЗ «Лукойл Ухта нефтепереработка» Иванову Алексею Юрьевичу за то, что поддержали этот проект. И все призы, которые сегодня вручались, и получились, и реализовались благодаря этому нашему партнерству. Я хочу сказать слова благодарности нашему министерству, Министерству образования, Министерству экономики и промышленности, Торгово-промышленной палате, Министерству культуры Республики Коми, руководителям наших высших учебных заведений за то, что каждый год, несмотря на свою загруженность, несмотря на свою занятость, вы всегда находите время и возможность принять личное участие в проведении как финальной части, так и отборочных мероприятий, потому что вы обеспечиваете нас жюри. Я бы хотел сказать огромные слова благодарности тем, кто 2 недели отсматривал эти работы, те, кто работал с педагогами, работал с ребятами, причем всегда грамотно, педагогично, чтобы никого не обидеть, чтобы каждый из ребят, кто принял участие, получил заслуженную оценку и смог реализовать, доработать свой проект. Было очень-очень много подсказок. И, конечно же, я хочу сказать слова благодарности Дому дружбы народов, который принял нас у себя, позволил нам провести это грандиозное мероприятие. Ну и последние слова своей команде, своим замечательным девушкам, которые на протяжении 2 месяцев организовывали, собирали и помогали, делали все, чтобы сегодняшнее мероприятие состоялось. Спасибо им огромное. А теперь давайте Мы награждаем наших наставников. Ануфриева Татьяна Николаевна, Полякова Наталья Владимировна, Вольф Зоя Михайловна, Ширяева Наталья Александровна, Ручева Елизавета Ивановна, Калинина Мария Анатольевна, Бабаева Светлана Александровна, Шрам Екатерина Олеговна, Брежнева Надежда Сергеевна, Пахомова Лариса Ярославовна, Киселева Галина Владимировна, Спицкая Елена Андреевна, Лисовская Лариса Ивановна, Костнева Мария Валерьевна, Сухогузова Татьяна Васильевна, Севичина Елена Николаевна, Гущина Екатерина, Рабукина Анастасия Анатольевна, Напоминаем, что работы победителей будут направлены в Санкт-Петербург для участия в финале конкурса. Сертификаты участникам и педагогам направлены
на электронную почту. Дорогие друзья, наша встреча подошла к концу. Мы расстаемся ровно на 1 год. Желаем вам расти, не останавливаться, развиваться дальше и строить свое будущее.